Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми по размещенной в социальной сети информации о частичном обрушении стены многоквартирного дома по улице Мира в поселке городского типа Синдер проведена процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления халатность. По данным следствия, в сентябре 2020 года многоквартирный дом номер 4 по улице Мира в поселке городского типа Синдер 1988 года постройки признан аварийным и подлежащим сносу. К настоящему времени все квартиры 2 и 3 подъездов, отключенные от отопления и водоснабжения, между которыми произошло частичное обрушение стены дома, расселены. В 3 квартирах, расположенных в подключенном к системам жизнеобеспечения первом подъезде дома, проживают 5 граждан. Решаются вопросы предоставления им жилья из маневренного фонда. Какие-то ремонтные работы в доме, может быть, в подъезде проводила управляющая компания, либо представители администрации? Нет. Не проводили никогда. Когда крыша обваливалась, вот чуть-чуть крышу залатали, на подъезде, потому что детей здесь много жило. И там 3 детей, у меня 3 детей. В общем, весь подъезд с детьми жил. И из-за этого вот они вот и залатали крышу чуть-чуть. Администрация предлагала вам переселиться из данного жилья? Нет, говорили, что нету жилья. А если сегодня пришли и предложили, то то же самое. Сегодня вот именно 2 квартиры предлагали. То же самое там, потому что я была в тех домах. Насколько мне известно, здесь капитального ремонта не было никогда. Заходить страшно, потому что стены валятся. Дети постоянно бегают же, туда-сюда бегают. Все это валится, вот. Потолок тоже обвалился. Страшно ходить. Если бы еще не ПВП на потолке, вообще было бы страшно. Стены заделать не стали, уже смысла не видели. Щиток стоит, на него постоянно вода текет. Когда дождь, когда не дождь, когда трубы текут, там непонятно что. А управляющая только клееночку положила и все. По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, изучается изъятая документация, связанная с техническим состоянием дома и признанием его аварийным. Допрашиваются жители дома, а также лица, обладающие информацией, имеющей значение для дела. В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям, бездействию ответственных должностных лиц. Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле в аппарате Следственного управления.